Добрый день, дорогие слушатели, дорогие зрители. У нас в студии Майя Сацаева, главный внештатный детский гинеколог республики. И тема у нас будет сегодня довольно специфическая. Это, если сложно объяснять, то маршрутизация помощи, да, Да, пациентам. маршрутизация пациентов в целом. Да, что это такое коротко, если бы ты могла рассказать? Коротко, ну, то есть, что мы подразумеваем под маршрутизацией? Это вот есть у нас пациент, и куда его направить на лечение? То есть, где там в поликлинику, из поликлиники там в больницу, оттуда там в федеральный центр. Ну вот, то есть весь его путь для того, чтобы он выздоровел, то есть для получения квалифицированной медицинской помощи. Весь путь пациента – это маршрутизация. То есть куда положено отправить там с конкретным диагнозом пациента. Вот. Почему эту тему захотелось поднять? Потому что зачастую население не знает, с чего начинать. То есть, там, условно, у пациента есть жалобы, он приходит к врачу, выясняет свой диагноз, и если вдруг нужна помощь более квалифицированная, чем там уровень обычной поликлиники, то дальше, куда себя девать, пациент зачастую не знает. И начинаются вот эти вот муки хождения. А где там МРТ сделать бесплатно, а где обследоваться, а где получить лучшую помощь. И вот с этим Это бесплатно, это еще хорошо, потому что часто люди вот на первичную помощь тратят колоссальные деньги. Уже Да, об через этом месяц и речь. остаются без Ну, как бы мы ресурсов. живем в Российской Федерации, и нам очень сильно повезло со структурой здравоохранения, что в рамках ОМС можно и обследоваться, и получать квалифицированную помощь достаточно достойную. Да, но проблема, что механизм довольно непростой, и люди не всегда понимают, когда они имеют право получать эту бесплатную Да, помощь. в этом и проблема. То есть с этим врачи обычные сталкиваются очень часто, пациенты еще чаще, и начинается вот это вот недопонимание. То есть одни ругают других, другие, как бы мы, врачи со своей стороны, ну, как, у нас нету цели не помогать. Мы для того и нужны, чтобы помогать. То есть вот, мы сталкиваемся с таким волной хейта, потому что есть недопонимание. То есть пациенты просто не знают, как правильно, куда себя девать. Я как у меня родственники врачи есть и множество, я знаю, что часто первый негатив вываливается на вот первого врача, терапевта, с которым они сталкиваются, которым пытается объяснить, как им надо получать помощь. И часто это бывает так, что люди получают сложный диагноз, Ну да. они теряются, и первое, что это начинается хождением или по состоятельным родственникам, которые могут помочь, или же по состоятельным людям республики, чтобы они им помогли финансово. Хотя Да, хотя в Российской Федерации очень много федеральных центров, научно-исследовательских центров, очень много талантливых, гениальных врачей, которые свою работу выполняют просто великолепно и как бы в рамках ОМС. То есть получить помощь квалифицированную в любом федеральном центре можно там по квоте, по направлению, то есть в рамках страховой медицины, обязательного медицинского страхования. ну вот тогда такой вопрос. Такой же должности, как маршрутизатор, ее же не Да, существует? ее не существует. Нет, такой должности не существует. По маршрутизации существуют приказы. То есть это еще такой момент, что ну, конкретно маршрутизация это условно, сейчас попытаюсь объяснить. Вот, допустим, сегодня вторник, да, и у пациента заболел живот. Ему нужно обратиться в больницу. То есть по приказу маршрутизации во вторник этот пациент должен обращаться в конкретную дежурную больницу. Не в рандомную, которую он сам себе придумал, а в конкретную. То есть, допустим, об этом знают, скорая помощь знает. То есть они в определенный день отвозят в определенную больницу. Точно так же, в принципе, с федеральными центрами. То есть определенный диагноз у пациента, есть заведения, которые занимаются этой проблемой, и в них можно маршрутизировать пациента. Хорошо, тогда как ты этим занялась? Это очень интересная история. Я стала работать в детской больнице, и учитывая то, что это стационар 3-го уровня, то есть туда стекаются все пациенты, с которыми на предыдущих 2 уровнях уже ничего не смогли сделать. Мне попалась девочка с
опухолью яичника. И там были вопросы, то есть это была переходная опухоль, там, по... Это непосредственно твоя Да, специализация. это непосредственно моя специализация. И там был такой нюанс, что в нашей республике оперирующих детских гинекологов нету. И получить плановую помощь по детской гинекологии в плане оперативную очень непросто, потому что просто, ну, как бы некому этим заниматься. Вот. И они пришли на консультацию в детскую больницу, соответственно, ко мне. Я училась не здесь, то есть я в ординатуре училась в Москве, и поэтому через нас во время ординатуры проходило очень много пациентов с регионов, с разных любых точек вообще нашей страны. И как бы там я и научилась, что получить помощь можно в любом городе, ну, в любой точке нашей страны в рамках ОМС. Вот. И в общем, я столкнулась с ситуацией, у меня девочка с переходной опухолью, которую нужно оперировать. Здесь это не делается, то есть их нужно куда-то отправить на выезд. Я начала вот это пытаться выяснять, с мамой договорилась, а мама мне говорит, знаете, я, говорит, где-то в интернете прочитала, что приезжают врачи из центра Кулакова в рамках какой-то благотворительной акции, и они предлагали мне прийти к ним на консультацию, и якобы они заберут бесплатно на лечение. И я ее спрашиваю, говорю, почему вы не воспользовались этой возможностью? Потому что это вам прямой билет в то место, куда как бы я предполагала вас отправлять. Центр Кулакова это же главный такой у нас. Да, то есть я только вышла на работу, то есть у меня еще не были наработаны вот эти вот там связи, и, ну, то есть мне на этих пациентах я как бы первые шаги и делала. Я их спрашиваю, я говорю, с кем, ну, кто вам это предлагал, можете мне поделиться контактами, чтобы я связалась с этим человеком, и, возможно, мы вместе быстрее поможем вам оказаться в нужном месте. Этим человеком оказалась Оксана Келехсаева, Светлячок у нее ник в Инстаграме. Это, ну, она занимается благотворительностью, она сама пациент онкологический, перенесла вот эти все муки, и то есть по этому поводу решила заниматься этим делом. И вот собрала целую команду. Она сама сотрудник центра Кулакова, и она собирает, там в год раз собирает врачей и привозит их, ну, потому что она отсюда, из Осетии, она их привозит во Владикавказ. И значит, чем занимаются эти доктора? То есть они абсолютно бесплатно, там день, два, три сидят на бесконечном приеме, пропускают через себя огромное количество пациентов, и наиболее интересные случаи отбирают себе на лечение. То есть абсолютно в рамках, вот опять же, ОМС, там, по квотам, но это в зависимости от конкретного случая выбирается по какой программе. То есть там просто по направлению или по квоте, там, ну, нюансы есть в документации. Но это на самом деле чаще всего пациентов не касается. То есть это наша врачебная работа. И вот я связываюсь с Оксаной Келехсаевой, представляюсь, я говорю, я такая-то, такая-то, у меня вот такая девочка. Как бы нам побыстрее, ну, доставить эту девочку к вам, чтобы мы занялись уже ее лечением. Она говорит, никаких проблем не было, я их приглашала, они не поверили. Ну и вот так завязалась наша дружба. Через Оксану, соответственно, дальше я уже подружилась с отделением детской гинекологии центра Кулакова, там заведующая отделением и кафедрой в целом Уварова Елена Витальевна, это главный детский гинеколог страны. И получилось так, что я, допустим, нашу маршрутизацию наших пациентов наладила таким образом, что сейчас они у меня их принимают просто по звонку. Ну, то есть я звоню, говорю, у меня пациент вот с таким диагнозом, хочу отправить, какие нужны документы. Мне присылают, ну, как бы сейчас я уже без них знаю, какие нужны документы. И мы условно all-inclusive с полной папочкой документов, просто задача пациента доехать до центра Кулакова, где его уже ждут. То есть и по такому принципу можно работать с любым федеральным центром и с любой больницей в нашей стране. Но все-таки определенную роль в этой истории сыграли неформальные связи, что она Келехсаева Астинка. Нет, что это она... не совсем так. Нет, это просто неформальные связи получились таким образом, что Оксана показала, что это можно и как это можно быстро делать. Мы с ней подружились. И, в общем, последующие акции уже стали проводить вместе. То есть я попросилась к ним в команду, потому что мне очень симпонировал такой подход. Я же еще раз повторюсь, из-за того, что училась не здесь, как бы для врача вот, в каком-то большом городе это обыденные вещи, то есть они не думают, что это что-то сверхъестественное. И вот мы так потихонечку начали работать вместе. Я ввязалась в эту благотворительную историю.
мы начали работать вместе, то есть привозить врачей, организовывать это здесь, то есть я здесь на подхвате, она их оттуда привозит, и потихоньку стали расширять, то есть область интересов Оксаны это больше онкология, я больше на себя забрала детскую часть этой всей программы, и вот мы до сих пор очень успешно этим занимаемся и каждый раз планируем новые проекты, поэтому... Вот... Я просто часто говорю о концепции неформальных связей, о том же астинском хионизме, но не в негативной коннотации, а в позитивной, как в форме нетворкинга. И ты сейчас рассказываешь классическую форму, когда хионизм это не то, что концентрация некомпетентности, а хионизм как формирование нетворкинга, формирование связей. На самом деле это нормальная история, потому что будь США, будь там любое европейское государство, неформальные связи, они всегда играют ключевую роль, они позволяют обходить бюрократию. Конечно, доносить до людей, как быстрее там, из пункта А дойти в пункт Б, особенно в тот момент, когда от этого зависит жизнь человека. Да, об этом мы обо всем и пытаемся рассказывать, и пытаемся всю эту историю как бы внести в массы. Вот. А часто ли ты сталкиваешься с тем, что вот ты рассказываешь, они не поверили врачу из Кулаковского центра? А часто ли это происходит, что люди не доверяют специалистам? Постоянно. А с чем это связано? Ну, это вот такая вот, мне кажется, может, менталитет такой в Российской Федерации, поругать врача. Ну, как бы у нас, что бы ни случилось, виноват всегда врач. На самом деле, открою страшную тайну, ни один врач не ходит на работу для того, чтобы навредить пациенту. Да, есть случаи, когда многие там специалисты не сильно компетентны, там, или, ну, всякие бывают ситуации, но вот чтобы конкретно пойти на работу, для того, вот утром я встаю, иду на работу для того, чтобы кому-то навредить, вряд ли какой-то врач. Тут еще такая история, что я бы понял, если бы это были не московские врачи, потому что есть такое, знаешь, отношение к нашим местным, что специалисты из Москвы лучше. Вообще такой этот пренебрежительный провинционализм, он везде присутствует. Но тут из Москвы приезжают специалисты, и люди им все равно не доверяют. Они не доверяют в том, что это бесплатно. То есть есть такое, ну, мы сталкивались с таким мнением, что все говорят, набираете себе пациентов, там, чтобы условно заработать денег. На самом деле все эти, вот, ну, во всяком случае, в рамках наших акций врачи не получают за это зарплату, они условно там или больничные берут, или в свои выходные дни это делают, ну, не в рамках своей основной работы, то есть это дополнительная для них нагрузка. Там, условно, мы привозили Продеуса Андрея Петровича, это профессор-аллерголог, может, вы его будете знать, усатый из передачи Малышевой, если это можно так сказать, ну, на вид его знают все. Андрей Петрович у нас за один день посмотрел 54 ребенка, просто в один день он принял 54 человека. Ну, сложными случаями, с аллергиями, никому не отказал в консультации. Наиболее сложные случаи мы определили, вот опять же, федеральные центры отобрали и прям все оформили и отправили людей. Вот, как узнать о таких мероприятиях, которые происходят? Это же неофициальные, как я понимаю, это Нет, почему условно неформально. Нет, они условно не то, что неформальные, нас очень поддерживает Минздрав Республики, то есть Тебиев Сослан Аркадьевич всегда поддерживает эти мероприятия, это всегда происходит официально. Мы не просто шайка там, авантюристов, которые решили взять и сейчас захватить план по захвату мира и пациентов. Нет, это все официально, то есть это официально Центр Кулакова анонсирует эти мероприятия. Ну, то есть это все согласовано на всех уровнях с руководством. Да, где простому жителю республики про это можно узнать? Чаще всего мы в социальных сетях или по телевидению, то есть Иристон ТВ с нами тоже очень сотрудничал. У вас есть ссылки? На всех мероприятиях. Да, у нас мы прям это освещаем, то есть мы всегда приглашаем и СМИ, и руководство, и всех, и стараемся вот нести это в массы. Ссылки тогда мы дадим в описании обязательно, да, обязательно. Чтобы вы могли смотреть. Я вот хотела докончить историю. Первое вот столкновение было, такое вот знакомство с Оксаной было через эту девочку. Дальше мы подружились, стали работать. Первый год я просто предложила свою помощь. Дальше уже стала членом этой команды. И вот в прошлом году
получилось так, что нам не всегда, ну, вот не всегда хватает средств. То есть средства, за которые это происходит, там билеты покупаются, врачей мы размещаем. Это все средства от спонсоров. То есть кто-то чаще всего бывает, ну, находятся люди, которые спонсируют наши вот такие мероприятия. Я поясню для зрителей, что речь идет о помощи в логистике, доехать, Да, прожить, да, абсолютно. да, не То о есть, медицинской помощи. Не о медицинской помощи, речь идет о логистике. Причем чаще всего мы сборы не объявляем и денег не просим. Мы обычно делаем так, мы скидываем список того, что нам надо, условно, там, билеты, проживание, номера, там, паспорта людей, которые едут, и то есть физически деньги можем даже не брать. Если нам кто-то просто, условно, пришлет билеты на всех, то, пожалуйста, там чеки, и вот это вот все остается у того человека, кто это сам купил. То есть мы физически можем деньги даже не брать в руки. Нам интереса финансового у нас нету абсолютно никакого. Потому что чаще всего, допустим, даже если брать многие фонды, я не говорю про все, но очень многие фонды создаются для того, чтобы там на откатах работать. Ну, вот это вот вся черная, серая там бухгалтерия и вся эта история, как бы всем известная. Мы абсолютно в этом плане независимы и как бы никого не принуждаем. То есть чаще всего Оксана там делает что-то за счет собственных средств или средств там супруга. И вот в одну из таких историй нам помог мой друг. У меня есть очень хороший друг Азамат Козырев, он наш с тобой общий друг. Знакомый, да. Да, общий наш с тобой знакомый. Вот, я позвонила Азамату и сказала, говорю, Азамат, слушай, есть кто-то, спонсор, нам вот не хватает средств для того, чтобы перевести врачей, просто оплатить им дорогу. Азамат говорит, Майя, какие проблемы? И просто молча скидывает мне необходимую сумму. Таким образом, Азамат стал тоже членом нашей команды. Дальше история развернулась таким образом, что Азамат вник во всю эту тему, и, учитывая его место работы, он стал очень таким ценным членом нашей команды, потому что через Азамата тоже очень много связей и знакомств можно приобрести. И вот так мы продолжаем двигаться. Очередной раз неформальные связи. Очередной раз, да. То есть мы вот просто компания друзей, которые решили, что немножечко нужно помочь людям. Я вообще расскажу про историю возникновения идеи этого подкаста, потому что как-то общаясь с Азаматом, он тоже сказал, что он столкнулся с проблемой, что у людей возникает, ну, фактически все идет к трагедии, да. к сожалению. Есть люди, которые хотят помочь семье, но не всегда, вот семья, видимо, есть какой-то страх, есть недоверие, и семья отказывается от помощи, и вот человек, то есть, хотел помочь, а от помощи отказались. И это же, наверное, человек, когда он узнает такую историю, он оказывается в таком уязвленном положении, да, что конечно, там ребенок болеет. Его внимание очень легко могут захватить люди, которые, скажем, хотят нажиться. И это проблема. А человек, который правда может помочь, он получает отказ. Это беда. Да, Азамат очень чувствительный к таким историям и моментам, и я ему каждый раз говорю, что ты сильно близко к сердцу не воспринимай, потому что у каждого пациента все-таки свой путь. И как бы ты не хотел помочь, как бы я не хотела помочь, определенный какой-то путь человек с проблемой должен свой пройти, и это не от нас с тобой зависит. Это проблема, вот. Что у этого пути часто он занимает много времени. Да, он просто, да, и вот мы для этого как бы и сейчас с тобой общаемся, чтобы рассказать, что вот мы существуем, которые, ну, не только мы, то есть это в целом очень много неравнодушных врачей на своих рабочих местах, которые могут подсказать, куда поехать лучше лечиться, как туда попасть. Ну вот, об этом как бы и дальше. Я со своей стороны просто добавлю, что года 2 назад я с Ибрагимом Габеевым записывал уже на YouTube-канале Райдиан тоже разговор о маршрутизации. Он, будучи задействовав огромные неформальные связи в духовных управлениях мусульман республики, в том числе Хаджи Мурат Гацалов часто через свои довольно высокие связи оказывал помощь людям, которые нуждались в помощи, ну, детям в первую очередь. Мы организовывали несколько акций вместе, и вот та же самая история. Он говорит, что люди почему-то думают, что деньги решают все. Часто вы можете собрать необходимую сумму, но
вы не сможете получить квалифицированную Ой, помощь. на этот счет очень много у меня историй, на самом деле. Почему? Сейчас объясню. Возьмем очень уважаемого, гениального, на мой взгляд, врача Казбека Урусхановича Кудзаева. Я считаю, что аналогов такому высококвалифицированному человеку очень мало в мире. У меня нет компетенции оценить, насколько он профессионален, но читая про него везде, видя Да, ну, то информацию о нем, тут сомнений не возникает. Да, Да. абсолютно гениальный доктор. Была очень похожая ситуация. Казбек Урусханович очень такой современный человек, поэтому он там и в интернете, и там в социальных сетях очень активную ведет жизнь. Вот как-то раз он увидел такое же объявление о сборе какой-то сумасшедшей суммы. Там у ребенка было укорочение одной ноги, врожденная патология, и он связался с этими родителями. Помимо всего прочего, он очень часто оказывает благотворительную и финансовую помощь. Да, я вот помню девочку из Таджикистана, да, которому то есть помог, он да. все, что он может делать собственными руками и делает сам, он это всегда с удовольствием, вот прямо от души делает сам. Все, что он может помочь финансово, он тоже никогда мимо не проходит. И вот увидел объявление, что у парня у ребенка одна нога короче, и собирают деньги на лечение в Америке. Сумасшедшая какая-то сумма, он связывается с родителями и говорит: я вот такой-то, такой-то, я вам предлагаю помощь, приезжайте вот во Владикавказ к нам в клинику, я все сделаю, то есть я расходы там, беру на себя. Да, все расходы, там, проживание, живите в клинике, все, то есть полностью бесплатно, приезжайте, я вам помогу. Родители отказались, собрали нужную сумму, поехали в Америку, там им сделали одну операцию, этой операции сделали хуже, чем было, вторую, третью операцию. В итоге они вернулись ни с чем и с более худшим результатом, чем был исходный. Опять стали искать, ну, то есть эта вот история длилась, а он, видимо, за ней следил. Тот доктор, который делал операцию в Америке, прислал сообщение этим родителям, мол, соберите еще $120 000, присылайте обратно. Я понял, в чем моя ошибка, я ее исправлю. Но 120 000 $. Да, но опять же за деньги. И тогда в отчаянии родители уже приехали к Казбеку Урусхановичу, и на минуточку эта история закончилась тем, что Казбек Урусханович вырастил эту ногу на рекордное количество сантиметров. То есть этот случай вошел еще в его личный рекорд. То есть тот врач, он мало того, что он понимал, что он сделал ошибку, но он еще просил $120 000. Ну да, то есть не хочется ругать ни тех врачей, ни наших. Хочется донести до людей информацию, что в России очень много талантливых, очень квалифицированных и потрясающих врачей. И немножечко хотелось бы большего доверия к нам. Тут еще проблема, что часто за рубеж люди выезжают и обращаются не к тому врачу. Это языковая проблема, бюрократическая проблема. Конечно. Я скажу так, что любой клинике за рубежом нет интереса для того, чтобы прям очень сильно помочь там ребенку из России условно или откуда бы то ни было. Перенаправить его к нужному врачу. Да, например. у них свой интерес в плане чего? У них свой интерес в плане финансов, у них свой интерес в плане там какой-то научной деятельности конкретного врача. Ну, то есть это в целом у всех так. Но еще один случай приведу. Случай моей подруги. Девочка у нее родилась, ее ребенок. Получилось так, что девочка родилась с диагнозом спина бифида. И там есть такие нюансы, что эту операцию в России Марк Аркадьевич Курцер делает внутриутробно очень успешно, но там настолько было маленькое повреждение, что его на УЗИ внутриутробно не обнаружили. Выяснилось это только когда ребенок родился. И то только потому, что у ребенка мама врач, и она, грубо говоря, докопалась до этой точки. Вот, значит, моя подруга докопалась до вот этого дефекта небольшого, стала выяснять, поставили диагноз спина бифида, это очень тяжелый диагноз, это расщепление спинномозгового канала, то есть если это не исправить в младенчестве, а более того внутриутробно, то эти дети в дальнейшем могут стать инвалидами. Вот.
Что сделала мама? Ребенку повезло, что мама врач, она стала искать варианты. Предложения были из Израиля, из Германии. Германия попросила 15 миллионов за исправление этого дефекта. Израиль еще больше денег попросил. В итоге мама ребенка нашла, что в России, в Санкт-Петербурге, абсолютно молодой парень, врач, делает эти операции по квоте в рамках ОМС. Сейчас девочке 4 года, и вот за 4 года жизни этого ребенка единственный какой-то дискомфорт, который причинился, и вот, ну, в дальнейшем там единственное осложнение, это вот просто шрам на спине. То есть все, ребенок абсолютно здоров, там, конечно, за ним наблюдают, смотрят там осложнения, что-то, но операцию сделали в России абсолютно бесплатно в рамках ОМС. Ну, я очередной раз По убеждаюсь, квоте. что проблема не в деньгах, проблема в незнании. То Да, есть это просто, чаще бывает, да, да. чаще всего проблема в незнаний. И я же говорю, наша задача вот нашей всей вот этой вот компании просто помогать пациентам условно из Осетии находить своих врачей. Вот так. Узнать. Да, узнать, куда, ну вот, то есть это же очень Такую важно, дорожную правильно карту попасть. предоставлять Да, вашу. да, просто вот, пожалуйста, вам карта. К сожалению, вот такой вопрос. А были ли истории, когда это заканчивалось печально все? Я думаю, что очень много таких историй тоже было и в России, и лично на моей практике не случалось, слава богу, но я думаю, по России очень много таких историй. Я видел один раз на моих глазах, ну, я видел ребенка, которому собирали деньги на пересадку костного мозга, потому что родители считали, что это может помочь ему от аутизма. И ребенок был хорош. Я его после операции уже видел. Он демонстрировал какие-то результаты, как мне казалось, очень феноменальные. Но потом посмотрел на детей с таким же диагнозом его возраста, и никакой разницы не было. Уже после, спустя много лет, я прочитал, что нету точных данных, насколько эта операция помогает и помогает ли она вообще. Но при этом операция на спинном мозге, это же просто пересадка костного мозга. Пересадка костного мозга, это же такая сложная операция, это же ребенок пережил. И ладно, она ничем плохим не закончилась. Но... Я, к сожалению, конкретно в аутизме и костном мозге Да. не очень компетентна. То есть и я могу там проконсультировать что-то по своей специальности. Все, что касается остальных диагнозов, мы также вот звоним, выясняем, и как ты говоришь, в рамках хионизма, потому что осетин работает везде, множество, большого количества. Талантливый мы народ. Да, мы так или иначе все друг с другом знакомы, кто-то учился вместе, кто-то что-то, и вот, ну, то есть на вот этих отношениях очень легко выехать. Если говорить, опять же, о связях, буквально недавно был случай, ребенок в детскую больницу попал, там была какая-то патология сердца, попал в реанимацию, очень тяжелый был ребенок, в детской больнице сделали все возможное, чтобы его стабилизировать и вывести в стабильное, ну то есть в удовлетворительное состояние, но дальше ему нужна была помощь где-то в более специализированном заведении, скажем так. Это ребенок там друзей кого-то, в общем, Ну, мне здесь звонит. мы все в Осетии друзья мы друзей, все друзья друзей. Мне звонит подруга и говорит: Майя, ты же немножко в теме, как что происходит, можешь помочь? Вот такая ситуация, надо госпитализировать, не знают куда, не знают как, не знают зачем. И учитывая то, что я раньше работала в детской больнице, соответственно, весь коллектив знаком, я позвонила лечащему доктору, выяснила подробности диагноза, и у доктора у лечащего спросила, куда бы она советовала отправить этого ребенка. Она посоветовала НЦЗД. Я звоню Азамату, говорю: Азамат, тут такое дело, вот ребенок в детской больнице, они уже все, что могли, сделали, то есть жизнь они ему спасли, нужно дальше направить его на лечение. Посоветовали вот НЦЗД, отделение кардиологии, есть какие-то возможности, связи, знакомства, чтобы это сделать побыстрее. Почему? Потому что НЦЗД это достаточно большое заведение, куда может быть очередь, ну то есть немножечко подтолкнуть, ускорить процесс. Этим всем вопросом занялся Азамат очень успешно, удачно. То есть от момента, как я его попросила, до момента госпитализации ребенка прошли сутки.
То есть через сутку мы уже сделали Да, операцию. ну то есть они не операция, Не, там не операция, взяли его на лечение, лечение. забрали на лечение. То есть у москвичей есть такая очень классная особенность. Они не вдаются в подробности, откуда ты им звонишь. То есть ты им говоришь, можно, пожалуйста, вот вам ребенка прислать, вот такая-то ситуация. Они тебе говорят, завтра в это время ждем. А дорога, что-то, ну, доехать Да. до них. То есть они иногда не вникают в это. Что вы из другого региона. Да, что мы из другого региона или еще что-то. И вот тут примерно такая же ситуация получилась, потому что собрать все необходимые документы на госпитализацию меньше, чем за сутки, мы просто, не знаю, сальто в воздухе сделали все вместе. Коллектив детской больницы, родители этого ребенка, Азамат, вот все вместе просто сделали все возможное и невозможное. Этот ребенок через день оказался в отделении, в котором должен был лечиться. По твоим рассказам я понимаю, что у вас так команда растет и растет и растет, с каждым вовлеченным Да, человеком с каждым, все больше и больше. Да. с каждым новым случаем, с каждым новым пациентом мы сами учимся, мы сами узнаем что-то больше. Нами движет только искреннее желание помочь, потому что такие возможности имеются. И учитывая то, что мы молодые, перспективные и еще с горящими глазами, мы очень хотим этим заниматься. Да. Использовать неформальные Да, связи и на благо использовать сети. любые формальные, неформальные, связи. любые связи. Я, кстати, специально для зрителей уточню, часто неформальные связи противопоставляются государственному аппарату, вообще государственной иерархии. Да, речь о том, что не идет речь о создании параллельного государства, речь идет о том, что часто неформальные связи помогают в работе государственной структуре. Я вам больше скажу, мы в целом действуем в рамках государственной структуры, то есть мы не работаем отдельно от Минздрава республики, мы не работаем отдельно от Минздрава страны, мы все вместе одна большая команда. Просто мы пытаемся донести населению, что они имеют на это право. Никто никогда не откажет. То есть, ну, как бы, когда я условно отправляю пациента и там, в тот же центр Кулакова, вот я про свою структуру говорю, да, я отправляю там с пороком развития девочку, и ей нужна высокотехнологичная помощь. Которая по квоте предоставляется. Да, которая да. предоставляется по квоте. Я же не могу эту квоту написать сама без нашего Минздрава. Ну, то есть я даю наводку, что надо туда. Я собираю там все документы, отправляю этого ребенка и также помогаю им, там, идите в Минздрав, вот в такой-то отдел, отнесите вот эти все готовые документы, и вот ваша квота будет готова. И ни разу никому не отказали. То есть, учитывая то, что, опять же говорю, плановая помощь по детской гинекологии в Осетии такое чуть-чуть слабое звено, я перестроила эту структуру таким образом, что всю плановую помощь, которая вот не здесь и сейчас, оказывает центр Кулакова для Республики Северная Осетия. Это прекрасно, это вот. прекрасно. И как бы наш Минздрав в этом участвует активно, в том числе. То есть не я, там, не Азамат, не Оксана, никто из нас это не делает в обход каких-то государственных структур. Мы просто такие проводники, более шустрые, скажем так, которые вот решили как прекрасно, этим что ты позаниматься. Спокойно имена называешь, потому что часто, когда вот разговариваешь с людьми по такой теме, часто бывает мы и вот какое-то невиданное мы, а тут свободные наши такие же простые жители республики. Нет, мы абсолютно не невидимки, мы вот самые простые жители, мы наоборот пытаемся о себе заявить и всем рассказать, что мы такие существуем. И не только мы, то есть «Быть добру» фонд, они колоссальные чудеса творят, мне кажется, в плане и помощи пациентам. И я несколько раз видел, как они собирают средства, там, привлекают вообще любые возможности. То есть мы все не про то, что кто-то на себя одеяло хочет перетянуть, мы про то, что помогать друг другу все, кто чем может. Ну, то есть где-то я что-то лучше знаю, где-то ты что-то лучше знаешь, у тебя там знакомые, у меня. И вот, как бы история там 5 рукопожатий условно. А в Осетии это история 2 рукопожатий. Да, в Осетии это еще, это упрощается. Это еще больше упрощается. Вот, в плане, вот ты говоришь, как узнавать про наши акции. Вот сейчас на апрель запланировано, давно не было, у нас там были нюансы какие-то, у всех были там свои дела, и мы давно не привозили врачей. Сейчас вот запланировано на апрель мероприятие, как только будет
четкая информация там по датам и все мы состыкуем, это будет анонсировано. То есть То есть мы... опять специалисты центра Кулакова будут ехать? Не только центра Кулакова, там с разных федеральных центров. То есть у нас есть СНИ Петрова, парень, который занимается сложнейшими опухолями костей и является членом фонда помощи детям-бабочкам. Ну, то есть я в Осетии не знаю такие случаи, никто к нам не обращался, но вот мы стараемся всяких разных специалистов захватить, которые могли бы быть полезны. Не только центр Кулакова. Это один из центров, который с нами сотрудничает. И почему я про них так много говорю? Потому что я непосредственно с ними работаю и как бы под их... Ну и твоя специализация. Да, это просто моя специализация. А так это не, ну, мы не только гинекологией занимаемся, то есть это онкология, там, что бы ни было, просто в любой отрасли медицинской можно найти специалиста, который в рамках ОМС и бесплатно, с удовольствием окажет вам квалифицированную помощь. Но помимо этого еще не приезжают в Осетию. Да, но это для удобства, это Да. уже так, как бы мы вот... Ну, тогда давай, раз уж Азамат незримо присутствует в нашей беседе, я хочу тоже ему задать вопрос, чем это связано, недоверие к людей. Да, я бы тоже хотела. Кто наберет, ему ты или я? Ну, выбирай, давай ты. Я наберу. Так. Вот он набирает. Да. Азамат, мог бы ли ты сказать, как ты был вовлечен в эту деятельность, да, и почему люди так не доверяют системе и готовы обманываться? Ну, во-первых, хочу поприветствовать тебя, Алик, хочу поприветствовать всех наших зрителей. А во-вторых, что касается вообще благотворительной деятельности, в частности, касаемо меня и в целом как род деятельности. Я с прошлого года по милости Господа и хороших людей попал в Государственную Думу, где в настоящее время осуществляю трудовую деятельность. И несмотря на то, что до этого порядка 8 лет я занимался исключительно правоохранительной работой, я оказался в органе, который занимается законотворчеством. И вроде бы где законотворчество, а где благотворительность. И каково же было мое удивление, когда мой руководитель, Курбанов Резван Даниялович, практически в первую неделю моей работы сказал такую интересную фразу. Он говорит: мы можем принять много законов, мы можем рассмотреть много вопросов, но ничего из этого не сравнится со спасенной жизнью. Хотя бы одна спасенная жизнь стоит намного большего, чем вся эта работа. Это произвело на меня огромное впечатление. Более того, своим примером он является попечителем фонда «Чистое сердце», который осуществляет деятельность на территории Республики Дагестан. Он потихонечку стал меня вовлекать вот в эту работу благотворительную. И поначалу я занимался его поручениями, занимался теми, кто поступает по линии фонда «Чистое сердце» из Дагестана. А со временем я стал, поскольку много контактирую с руководителями федеральных научных, медицинских учреждений, абсолютно разной направленности, я стал стараться помогать нашим землякам и просто тем людям, которые обращаются каким-то образом за помощью. И вот на сегодняшний день уже это, скажем так, вылилось в определенную такую негласную работу, что мы совместно с нашей большой командой людей неравнодушных, одна из которых это Майя Романовна Сацаева, мы занимаемся тем, что абсолютно бесплатно помогаем нашим землякам и другим людям, которые попали в затруднительную ситуацию, попасть в ведущие медицинские центры и поправить свое здоровье. С какой проблемой я сталкиваюсь? Проблема номер раз. Люди не знают о квалификации и о разнообразии медицинских учреждений, которые есть в нашей стране. Многие пытаются найти счастье на чужбине, пытаются поймать какую-то чудо-пилюлю или чудо-метод за границей. На сегодняшний день те достижения в области медицины, которые есть в нашей стране, превосходят большинство западных стран. Те вещи, которые умеют делать у нас, там еще не делают, либо делают очень дорого. У нас же это все делается в рамках бюджета, в рамках обязательного медицинского страхования. Соответственно, проблема номер два. Многие люди наивно считают, что здоровье, а именно лечение стоит больших денег. Это не так. Мне кажется,
95-97% заболеваний можно и нужно лечить на территории Российской Федерации и за счет средств бюджета. Это все заложено, это все возможно. А, Соответственно, третий момент – это те люди, которые предлагают какой-то легкий способ, да, можно их назвать шарлатанами, наверное, я не знаю. С ними тоже мы часто сталкиваемся. Причем это шарлатанство, оно не только в методах лечения, оно и в каких-то там обещаниях куда-то отправить, найти каких-то специалистов и т.д. и т.п. и третье, и десятое. В принципе, проблем много. Но самое важное, что хотелось бы сказать, это в России доступная, высококлассная медицина, и действительно нам стоит обращать внимание на то, что делают у нас в стране, и лечиться здесь, а не искать счастье на чужбине. Вот. И, Алик, еще, наверное, пользуясь случаем, вот мы так стихийно с коллегами нашими занимаемся этой работой. Вот, опять же, ориентируясь на пример моего руководителя, мне кажется, что у нас в республике должен быть фонд, который занимается в первую очередь не сборами, а маршрутизацией. Да, есть такой термин маршрутизация. Вот я, наверное, пользуясь площадкой предоставленной, хочу объявить о том, что мы с коллегами довольно-таки давно размышляем на тему создания фонда, который будет определять, какое медицинское вмешательство, какое лечение нужно нашим пациентам, и при необходимости будет оказывать всестороннюю помощь и содействие для того, чтобы люди эту медицинскую помощь могли получить. Вот как-то так. Из примеров, вот у нас, насколько мне известно, сейчас на территории республики есть сбор. Я сейчас точно не воспроизведу фамилию, я не помню, но девочка, не сформировался слуховой проход, ушная раковина, насколько я это увидел из Инстаграма. Вот, соответственно, родители объявили сбор. И вот меня что смутило, то, что написано, что эту операцию делают только в Америке. Это не так. Эти операции уже много лет делают на территории Российской Федерации, делают на высококлассном уровне делают замечательные специалисты, и все это делается абсолютно бесплатно. Более того, Алик, я набрался наглости, позвонил маме девочки, но, видимо, она, надо как бы отдать должное, может быть, в сумбуре, в суматохе, она просто не поняла, кто звонит, решила, что это очередные мошенники, вот о чем я говорил ранее, и как-то, не отреагировала должным образом. Но я довел до родителей, и вот сейчас, опять же, пользуясь возможностью, я довожу до родителей, что на территории Российской Федерации абсолютно бесплатно за счет бюджета можно сделать эту операцию, и мы, соответственно, своей командой людей неравнодушных готовы оказать всестороннюю помощь и содействие для того, чтобы девочка как можно быстрее получила необходимое лечение, которое возможно. Как-то так. Азамат в очередной раз подтвердил нам вот эту проблему, что у людей есть недоверие к врачам и людям в структурах почему-то, но в то же время люди готовы Отдавать сумасшедшие деньги куда угодно. и очень странным людям. Да, и очень там и странным людям или там неизвестным. Ну, то есть где гарантия того, что где-то там за рубежом сделают лучше или как? Нет, есть ситуации, есть диагнозы, которые на самом деле там лучше лечатся где-то в других странах. Ну, то есть мы никого не пытаемся там унизить, принизить и там, не дай бог, там плохо про кого-то сказать. Нет, просто как бы опять же разговор о том, что очень многое, что можно делать вот в России. Такой структуры здравоохранения, как в России, мне кажется, нигде в мире нет. Ну вот так, чтобы вот настолько была доступна медицинская помощь. Ну, точно не в США, хотя... Ну, много где точно нет. Ну, тут же еще проблема даже не в этом. Допустим, вы можете получить квалифицированную помощь в Германии. Да. На таком же уровне, как и в России.
но доверие, вот, потому что это зарубежно. Ну, есть же Ну, такое, что- хорошо там, где нас нет. Да, но проблема же в том, что туда надо доехать. Да, А часто люди, у которых стоят такие тяжелые диагнозы, у них там каждый день на счету, и они теряют время на поездку излишнюю. И часто уже приходят те последствия, которые нельзя исправить. да, ну то есть, опять же, чтобы зрители поняли, наш разговор не о том, что не надо куда, не нужно ездить, не надо искать себе врачей. Когда ты болеешь сам или болеет там твой ребенок или близкий человек, ты сделаешь все и даже больше, и все возможное и невозможное. То есть и любые варианты выбираешь. Разговор о том, что все-таки и у нас это сделать можно. Вот как бы так. То есть выбор пациента остается за пациентом, но с точки зрения, даже не знаю чего конкретно. С точки Я тебе, знаешь, зрения как, чего, да. извини, что Да. перебиваю, я просто Говори. добавлю, что дело в том, что часто очень важно, чтобы с людьми, которые оказались в такой беде, оказался Да. рядом Правильный, адекватный да, человек, который который вот на Знает фоне все, всех да, знает все нюансы. и не Да. будет поддаваться истерии. Это же проблема, люди оказываются в истеричном состоянии, Ну, конечно, когда да. ими легко могут манипулировать мошенники. А мы знаем, как сейчас мошенники прекрасно занимают сумасшедшие Да, а вот, деньги с людей. Да. Да, об этом и речь. То есть поругать никого не хотелось, но своих похвалить тоже очень хочется, вот так скажу. Да, ну тут тоже проблема, что, например, ты, наверное, второй или третий человек, который вот такой деятельностью занимается, вот именно маршрутизацией, который выстраивает вот эту сложную логистику помощи человеку. Да, я же говорю, мы тоже только учимся, но с каждым новым случаем, с каждым новым пациентом у нас накапливается багаж этих знаний и опыта, и да, ну, как бы со временем, то есть там сейчас не сравнить наши возможности сегодня и там 2 года назад. То есть мы развиваемся, стараемся и как бы очень хотим помогать. Я надеюсь, во-первых, скажу, что все ссылки будут внизу, и когда будут приезжать врачи, вы сможете узнать по ссылкам. А во-вторых, надеюсь, вот ваша команда будет шириться и расти, как это происходит. Это прекрасная история. Ну и, наконец, люди, когда бывает сложный момент, худшее, что можно сделать, это поддаться истерии. И часто собирать деньги – это самое простое, вот к чему тебя подталкивают. Да. В то время, когда тебе надо просто чуть-чуть погрузиться в тонкости и, к сожалению, сложной бюрократической системы и получить бесплатно помощь часто. Да, зачастую, потому что еще такой момент, одно дело, когда это происходит там, за счет собственных средств, а когда это за счет средств сбора, ну, то есть очень часто собранные деньги можно направить на помощь там, еще кому-то, условно. Не потому, что кто-то ее недостоин или достоин, нет. Мы вообще не имеем, ну, там, и права не имеем, и не собираемся это делать, там, кого-то осуждать или судить, нет. Наша задача просто доносить информацию правильную людям. То есть, вот. Ну, кстати, мне вот в свое время в фонде «Быть добру» сказали, что это отдельная проблема, потому что фонд должен точно оценить, какая сумма копейка в копейку Конечно. понадобится той семье, потому что любая переплаченная впустую копейка, а это легко сделать, учитывая сложность вот этих всех процедур, это значит недополученная копейка для другой семьи, которой нужна была помощь. Вот. А тут вообще все обходится без копеек, как оказывается. Ну, в очень многих случаях. Да. Поэтому пользуйтесь возможностями, которые дает государство. Да, это сложно, да, это всегда непросто, но Осетия полна неформальными связями. Есть люди, которые подключают остинский хионизм в хорошем смысле этого слова, да, и помогают людям. Поэтому на такой ноте мы, наверное, завершим нашу беседу. Я тоже так думаю. Всего хорошего. До свидания.